Этим котлетом угощаем наших дорогих посетителей. И обязательно для фарша берется сливочное масло. И это сливочное масло вот соединяется с мелко рубленной зеленью. Ну, укроп можете, лук можете, ну, зеленью. И мы в середине этого котлета будем фаршировать вот этим маслом. Ну, все здесь идет продукция Нюрнбергского птицефабрики и яйцо тоже. Обязательно в этом котлете должен быть лизон. Лизон хорошенько отбивается, чтобы потом панировать и жарить в полуфритюре. Вот положили масло и хорошенько вот это все мы соединили. Вот окунули мы в лизоне, панируем мы сухаря хорошенько. В состав фарша входит только куриное мясо, соль, перец и все. Если фарш слишком густой, тогда мы чуть-чуть развозим свежим молоком, но не водой. Теперь мы обычно вот эту котлету подаем на порции 2 штуки, поэтому мы вот так и показываем 2 штуки. Средний выход нашего ресторана, этот котлет, 150 грамм, значит где-то 75 грамм. Каждая котлета. Для домашнего приготовления, я думаю, хозяйки, наверное, будут его готовить. Потому что куриные котлеты в праздничных столах, в повседневном питании очень полезны. И вот мы жарим их в полуфритюре.